Добрый вечер, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Самые терпеливые остались, да. Я не знаю, насколько моя тема подходит к теме сегодняшней конференции. Скорее всего, у меня даже не идентичность, а более общие вот для мирового фольклора явления. В 2015 году во время конференции в Китае, в Хухоте, бурятские коллеги такую задачу поставили. Уважаемые коллеги, говорят, кто полевик, пожалуйста, при сборе материала спросите у своих информантов про животных. Вот одного бурята интересовало, как мы обращаемся к овце или козе или корове, когда тот не подпускает своего ребенка, скажем, ягненка, теленка к себе. Ну, мы сказали, что вот мажут молоком матери и вот пытаются, облизывает животное и потом как бы начинает кормить. Но это их, конечно, не устроило. Они говорят, нужны слова. Слова. Но вот 5 лет я во время экспедиции об этом спрашиваю, пока еще находок нет. Но вот этот разговор подтолкнул меня к изучению вот этой темы, представления башкир о домашних животных. Ну вот сегодня и во время пленарных докладов прозвучало, да, что башкиры вели полукочевой образ жизни, и доминирующим занятием было животноводство. Поэтому естественно, что в фольклоре вот эти представления о домашних животных нашли отражение. Вот прежде всего, о возникновении домашних животных. Естественно, мы сразу же обращаемся к нашему эпосу Урал-Батыр. И вот как там этот момент объясняется. Бір келгентей, киткентей, тыныс илте бірем. Ну, по-башкирски я не буду, потому что тут есть гости, и по-русски. И вновь Хумай сюда прилетела, а потом животных и птиц за собой она привела. Дескать, здесь благодатна земля, на Урал возвратилась вновь. То есть Хумай после смерти мужа улетает, а потом возвращается и вот с собой приводит на эту благодатную землю домашних животных. В сказках о животных лошадь, корова, овца, уставшие от безделья, сами подходят к человеку и просят его принять, обещая принести пользу в хозяйстве. Как правило, в них домашние животные всегда выступают помощниками героя и являются положительными персонажами. Как у любого народа, каждый год носит название животного, в том числе домашнего: коровы, собаки, кабана, лошади, овцы. В эпосе Урал-Батыр это явление объясняется следующим образом. Каждый день и месяц Урал все живое в себя вбирал. Дни прихода птиц и зверей с тех пор и стали для людей названием месяцев и годов, стал подсчет их с тех пор таков. Вот опять на этот вопрос мы находим ответ в эпосе Урал-Батыр. О культе животных, особенно о коне, в башкирском фольклоре писали исследователи Киреев, Мингажетдинов, Зарипов, Сагитов, Надыршна и другие, поскольку в древности кони являлись почитаемыми животными тотемами. Образ коня с образом самого Батыра занимает центральное место в башкирском фольклоре. Разные масти мифические говорящие кони: Акбузат, караковые, серые, сивые, гнедые, буланые, вороные, греневые, рыжие, а также крылатые тулпары, иноходцы, 60-аршинные пеги кобылы – популярные персонажи фольклора башкир. Самые лучшие поэтические строки, образцы классической поэзии в башкирском народном творчестве посвящены коню, другу народного батыра. В башкирском эпосе воспета буквально каждая часть коня, начиная с копыт и кончая кончиками ушей, каждые порывистые движения коня. Ну, эти строки из эпоса Урал-Батыр я приводить не буду, потому что вы наслышаны очень много-много раз. И еще вот я хочу вам напомнить про книгу Рауиля Бекваева, народного поэта, «Атлы Азамат». Вот там он собрал почти все, ну, сколько можно было, вот письменные источники он изучил и собрал все отрывки из фольклора. Там все про коня, целая книга. Если кому интересно, можете посмотреть, и там очень много вот таких характеристик коня. На материале башкирских богатырских сказок привлекает внимание исследование Мингажетдинова. В одной из своих статей он отмечает, что кровнородственная связь героя с животным миром
характерна и для башкирской богатырской сказки «Булансы Батыр», в которой герой рождается от серой лошади. При этом он подчеркивает, что богатырская сказка «Булансы Батыр» единственное в башкирском фольклоре произведение, где чудесный конь выступает как предок человека, кровный его родственник. Про сказку «Акъял Батыр» он пишет, что хотя в ней и не показана прямая кровно-родственная связь Батыра с животным миром, в ней есть замечательные детали, связанные с древними тотемными обычаями башкир. В одном из вариантов этой сказки Батыр рождается от старухи с неспадающей до колен белой лошадиной гривой, за что и получает имя Акъял. В другом варианте той же сказки Батыр Акъял появляется на свет с чудесными длинными белыми волосами. В этом варианте длинные белые волосы лишены тотемистической определенности. В третьем варианте сказки об Акъял Батыре фантастичность облика новорожденного вовсе не ощутима, потому что Батыр рождается с длинными каштановыми волосами, но тоже получает имя Акъял. Вариант сказки, где сохранился признак чудесного животного происхождения Батыра «Белая грива», насыщен древними мифологическими и эпическими мотивами. Мотив происхождения Батыра от тотемного животного связан с мотивами борьбы Батыра с мифическими существами, с героическим сватовством и с возвращением Батыра к жене после совершенных им на чужбине подвигов. Как отмечает Мухтар Сагитов, по представлениям башкир конь является не только покровителем, но и защитником людей от зла, болезней, несчастий. Им же это подтверждается следующими примерами. Башкирские всадники во весь опор мчались на больного, страдающего эпилепсией. В некоторых случаях больного обертывали свежей шкурой. Коня вводили в дом, чтобы изгнать злых духов, якобы поселившихся в нем. Можно довольно часто встретить пожилых башкир, которые, зарезав коня, сняв с него шкуру, обмазывают свое лицо, шею, руки и ноги свежим конским жиром. Они объясняют этот обряд как магическое действие. После этого не пристанет никакая хворь, исчезнут болезни костей, суставов и кожи. Башкиры также верят, что удар плетью, пропитанный конским потом, отгоняет злых духов, убивает ядовитую змею, а вожжи, сделанные из конского ремня, охраняют человека в странствиях или на природе, если во время сна положить их вокруг себя. Жители зауральских башкирских деревень, останавливаясь на ночлег в незнакомом лесу или поляне, перед сном окружали место ночлега вожжами, хомотами, сидельниками, уздечками, всем тем, что пахнет конским потом, чтобы оградить себя от змей, нечистой силы и болезней. По настоящее время в народе бытует поверье о том, что лошадиный череп оберегает хозяина и его имущество от дурного глаза, от всякого зла. Поэтому существовал обычай вешать лошадиный череп на кольях оград, на воротах и так далее. В древние времена у башкир существовал и такой обычай, чтобы могила погибшего Батыра стала святым местом, на ней закалывался конь. Кровнородственная связь с животным миром имеет и сказочный Батыр Акъяляк. Акъяляк рождается от капли крови черной коровы, которая упала на крышу дома. Давным-давно жили старый старик и старуха. У них была черная корова. Корову эту они решили зарезать. Капля коровьей крови попала на крышу. Однажды на крыше послышался детский плач. Старик взобрался туда и видит, лежит мальчик. Старик взял этого мальчика, поселил у себя и назвал Акъяляк. Так в сказочной фантастике своеобразно отражается древний культ коровы предка. В сказке Акъяляк «Белая ягода» Батыр, хотя имеет кровную связь с тотемом коровы, получает имя Акъяляк «Белая ягода». По мнению Мингажитдинова, мы здесь встречаемся со сказочным отражением образования нового рода или родового подразделения, своим происхождением, связанного с тотемистическим родом или племенем. О древних представлениях башкир, связанных с культом коровы, свидетельствует тот факт, что многие башкирские роды и их подразделения носят названия, связанные с тотемом коровы. Так, в составе Куйруктабынского рода Куйруктабын западных табынцев имелось родовое подразделение Башмак, годовалый теленок. Родовое подразделение Башмак имелось также и в составе Идель-Канлинского рода племени Канлы, относящихся к западным башкирам. Как говорится, новые
это старые забытые. Поэтому возвращение к данной теме и развитие ее материалами полевых исследований 21 века представляется не-безинтересным. Среди современных записей привлекают внимание следующие сведения. Яңы туған, по-русски, если на спине или по бокам новорожденного теленка растут длинные белые волосы, их называют крылья. Считается, что такой теленок по ночам летает, истощается, поэтому надо сжигать эти крылья. Эта информация, записанная от курганских башкир, напоминает грудного ребенка с невидимыми волосами на спине, которые его беспокоят, в связи с чем их убирают с помощью. Еще напоминает миф о том, что шайтан по ночам катается на лошади, и та истощается. В башкирском фольклоре крылатый конь против крылатого теленка считается священным. Больше всего в народе бытуют суеверия, связанные с домашними животными. Прежде всего, это боязнь сглаза. Сглазить боялись как детенышей животных, так и самих животных. В целях защиты жеребенка, теленка, ягненка, козленка их хозяин читал молитвы и окуривал их. А на гриву, шею, хвост привязывал разноцветные кусочки тряпки. Сглазу поддавались красивые сильные лошади, дойные коровы. Так, если последняя подвергалась сглазу, у нее пропадало молоко. У свердловских башкир привлекает внимание обычай, согласно которому купленные животные, входя во двор, где он будет жить впредь, перешагивает брюки хозяина или передник хозяйки, символизируя тем самым принадлежность этого дня к новым хозяевам. Чтобы проданные животные с собой плодородие не унесло, хозяева вырывали шерсть скотины, в разных регионах по-разному. Кто-то говорит со лба, а кто-то говорит из спины, из хвоста, хоть с любого места можно вырывать. Если же все-таки плодородие уходило, хозяева со стола людей, которым продали свою скотину, незаметно брали пищу и кормили им свою скотину. Вот у меня мама рассказывала, нельзя, говорит, отдавать свою птицу или свое животное кому-то, продавать, ибо уходит вот это благополучие. И вот она говорила, я как-то один раз, говорит, отдала своего гуся, и следующие лет 10 у меня, говорит, птицы не выходили. Вот, тоже поэтому старались, чтобы благополучие оставалось, и тайком забирали волосы. Но это, конечно, не приветствовалось новым хозяином, потому что он хотел тоже благополучия, и поэтому делалось это незаметно. Если от купленной скотины пользы нет, необходимо выкрасть стельку из обуви человека, у которого было куплено животное, и окуривать сарай, где держат эту скотину. Видите, вот и покупатели какие-то обряды делали, обычаи исполняли, и продавцы. То есть каждый хотел благополучия, но вот все равно это палка с двумя концами. И продавец иногда страдает, и покупатель страдает. Если корова 2 теленка или овца 2 ягнят принесет, от одного надо избавляться, то есть отдать кому-нибудь. Это тоже по сей день соблюдается. Небезынтересно древнее представление народа о домашних животных, дошедшее до нас и активно бытующее в наши дни. Например, очень это древний миф, да, вот землю держит бык на своих рогах. Или же, когда бык фыркает, начинается гром с грозой. Пожар, возникший от молнии, тушат молоком черной коровы. Вот эти сведения зафиксированы в наши дни во время экспедиций. Как утверждают исследователи, у кочевых народов древности, занимавшихся скотоводством, применялись лунные календари, а с переходом к земледелию люди стали пользоваться солнечными и лунно-солнечными календарями. Последний у восточных народов состоял из повторяющихся 12-годичных циклов. Каждый год Мусали имеет заморфные названия. И еще у башкир существуют свои суеверия по годам. Различались мужские, то есть суровые годы, лошадь, собака, а также женские, легкие благосклонные годы, корова, овца, свинья. Год лошади – жесткий год, год овцы – легкий год и так далее. Таким образом, нами сделана попытка обобщения наблюдений предшественников об отражении представления о домашних животных в башкирском фольклоре и ознакомления с современными материалами, относящимися к изучаемой теме. Спасибо за внимание.